Татьяна Лёдова с природой знакома с детства. Родители, увлекающиеся спортом, с малых лет приобщали своих дочерей к лыжному, горному туризму, альпинизму и водным видам спорта. Первый раз, когда я начала уже думать о горах, это, наверное, после того, когда в 2019 году мама, племянница и папа поехали в Непал на Калапатар. Они сделали восхождение, после этого они приехали, начали делиться своими безумными эмоциями, показывать фотографиями. У них столько было такое выражение лица, что вот прям это их впечатлило настолько, я думаю, ну, наверное, надо попробовать. Вдохновившись фотографиями, природой и величием Эльбруса, Татьяна начала готовиться к восхождению. Тренером, помощником и напарником для нее стал отец, известный и опытный альпинист Игорь Лёдов, за плечами которого не одна покоренная вершина. Мы стали с ней заниматься. Значит, на лыжах мы занимались, бегали здесь у нас на горнолыжке. Потом, значит, бассейн у нас был, тоже мы продвигались. Потом, значит, делал я им ледовые занятия. У нас тут есть 3 места, где можно лазить. Вот. И как бы первое ознакомление с кошками, с ледовым инструментом она получила именно здесь. Самая высокая горная вершина России покорилась со второй попытки. Татьяна Лёдова стала первой девушкой Нерюнгринского района, которая совершила восхождение на Эльбрус. Позвонили маме, я еле говорила, потому что не могла остановиться. У меня были слезы счастья, радости, усталости, потому что на протяжении 13 часов идти – это кошмар. Вот. И мы пошли вниз. Вниз я уже летела просто быстрее домой, прийти, отдохнуть, увидеть сына, поделиться своими впечатлениями, что мы наконец-таки пришли. 5642 метра. Даже для физически подготовленного человека это сбивающая с ног усталость при невероятном эмоциональном подъеме. Татьяна Лёдова доказала себе, что все возможно. Впереди новые планы, достижения и, конечно, новые вершины. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.